Вот я хочу рассказать историю об этой собаке. Ну, вообще, у меня слов нет для возмущения. Это собака полицейского. Вот как можно выполнять законы эти 498, 245, когда сам полицейский вот закончил свою, вот там, ну, на пенсию выехал в Якутск и собаку бросил на улице. У него что-то с лапой. Лабрадор. Ну, сколько... Он вообще, конечно, бедная собака, неухоженная была, привязана была к гаражу около полиции. Мы ему сколько говорили, давайте мы найдем ему семью. Нет, это собака моего сына. Я там, типа, членов семьи не бросаю, никому не отдаю. И вот он член семьи, еле он бродил по улице, его на улице забрали. Видно, кто-то укусил, или мы даже не знаем, что с лапой. Но врач посмотрел, сказал, что заживет. Ну, что-то долго. Он у нас неделю сейчас. Он лежит, вот просто лежит, и у него тоска. Вот сейчас хоть начал двигаться. Тоска, такое отчаяние, слезы в глазах. Это просто взять и бросить. И самое вот ужасное и страшное, это бросил полицейский, который должен следить за законом, за выполнением, чтобы собаки не бегали домашние на улице, чтобы, наоборот, находить семью, пристраивать и бороться с несправедливостью, если собака обижает. А так, получается, ему все равно, что с собаками будет, лишь бы их не было. Вот это вот возмущение не только у меня одной, я так думаю, с таким отношением. Вот он в Якутске семью уехал, собаку бросил. Теперь мы этой собаке ищем семью. Ну, потому что он домашний, он лабрадор. Мы его там, вот Марина его укрывает. Вот здесь он лежит всегда. Вот, уже лег. Ты мой сладкий, хороший. Лежи, давай тебя укрою. Вот укрываем его курткой, потому что ему холодно. А в теплое помещение мы завести не можем. Там же как общежитие. Ну, там уже все друг друга знают, они его обижают. Ну, могут обидеть. Ой, господи, подскользнула. Да, мой сладкий. Все. Ты хорошая собака. Посмотрите в глаза ему вообще. Мы откормим хорошо, он кушает хорошо. Слава Богу, значит, он отойдет. Мы боялись, что он и кушать не будет, перестанет. И все. Лежи, не бойся. Это его вольер, да, это его вольер. Не, ну вольер хороший. Понятно, что тут все замерзло, но это зима, извините, Якутия. Мы тут вычищаем метлой 2 раза в день, и территорию убираем. Просто сейчас занялись вольерами, а потом уже после обеда начнем все порядок еще наводить. Каждый день территорию убираю. Снег вот мужчины лопатами отбивают отсюда. Вот сетками все вот натягиваем. Да, вот я еще хочу, не знаю, какой раз, уже 100-й раз обратиться именно сейчас к жителям поселка Айхал, потому что с других поселков, понятно, далеко ехать. Приходите вот в любой день, когда у вас выходной, кто по графику работает. Так в субботу всегда рады всех видеть, на помощь. У нас по субботам всегда субботники. Вот. Но если кто по сменам работает, всегда и в любой день недели приходите, очень много работы. Вот снег почистить надо. Вот сейчас пришли, помогают нам. Вот Николай пришел. Так, нам, что там 4 женщины, ну как нам это все долбить? Сами понимаете. А уже почистим, территория чистая. Кто-то с собаками просто на поводке пойти погулять, их социализировать надо. Ну, кто послабее, женщины, например. Уже погуляли, их быстрее возьмут в дом, потому что вот в семью. Потому что вот сколько мы, 41 собаку в Европу. В понедельник у нас уезжает Амур. Сейчас покажем. Вот, в понедельник у нас в Голландию уезжает Амур. Вот. И все, вот где он живет, он же все 41 собака, где хозяева очень счастливы. Сказали, что таких собак мы никогда не видели. Такое ощущение, что они раньше нас здесь живут. В Германии, в Бельгии, в Голландии. Как будто они, говорят, все здесь знают, лучше нас и учат нас, как себя вести. Вот. Пойдемте Амурчика покажем. Амур! А где он? Мы его закрыли в этом. Все. Катюха выглядывает, а Амур там, да, наверное, с ней? Ну, конечно. Все. Ну, я думаю. Амур, выгляни в окошко.
Где Амур? Амур! Вот он, Амур. Иди, зайка. Вон он. А, вот он пришел. А вот он пришел. Вот этот красавец. В понедельник улетает. О, его выбрала семья в Голландии. Будет он теперь в Голландии жить в семье. Там 2 деток. Лес, река. В общем, он будет счастливый. Катя завидует. Она тоже хочет. Красивый стал. Красивый. Он же был тогда худой такой, да, замученный. Он же сам к нам пришел в приют. Вот у нас Амурчик сегодня сам к нам пришел к приюту. Сам пришел, сам дался в поводок, сам легко зашел, вообще без всяких уговоров. Вот. Мы его выделили ему отдельный вольерчик с двориком. Вот, да, с теплой будкой выделили. Абсолютно добрая, ласковая собака. Вот. Дети говорят, что он на улице уже очень давно. Они с ним катаются с горки. Так что будет жить у нас. Вроде как говорят, хозяин есть, но мы такому хозяину его не отдадим. А вот эти вот ранки у него, как вы думаете, это что такое? Собаки подрали. Это собаки, это все драка. Вот рана я левомиколем обработала, на лапе рана. Но на лапе он залежит, а здесь он никак. Здесь только левомиколь. Вот. Так что худой, конечно, ребра вон наружу. Ну, все будет хорошо. Если он останется в приюте, с ним будет все хорошо. Да, а да. мы его никому не отдадим. Мы даже его не искали, но он сам пришел и стал у калитки лапой, стал стучаться. Мы его забрали. А вообще это пес домашний. Даже хозяйку мы его знали, но она вот так вот, он ему не нужен был. Когда там хозяйки обратились, ну это не мы, это нам просто потом передали. Обратились, что собака ваша, ну она никак не прореагировала. А потом кому-то сказала, что пришли волонтеры и забрали у нее домой, потому что она недостойна иметь такой собаки. Но я тогда ответила, действительно, мы не приходили к ней, но она недостойна иметь такую собаку. Это правда. Женщина самокритичная оказалась. Катя еще тоже в семью. Вот эта Катя, это вообще герой мама. У нее детей не было, она никогда не рожала. А получилось, мы тоже ее в поселке взяли. Кто-то ее завез и выбросил. И она к людям кидалась, ну вот так вот прыгала. Все ее боялись, стали угрожать, что сейчас собаку убьем, ну как всегда. Вот, мы ее забрали к себе. А тут нам подкинули, нет, не подкинули, привезли по отлову 5 маленьких совсем щенков. Им и 2 месяца не было. Мы как испугались, думаем, погибнут все, потому что сложно щенков растить, чтобы они не болели, не выздоровели. Она каждого, понимаете, я даже не поняла, у нее какой-то произошел гормональный сбой. Она их всех затащила к себе в будку, они ее рассосали, и у нее появилось молоко. И она их выкормила, она молоком своим выкормила этих 5. Вот эти 5, 2 уже живут у нас, Василиса и Василиса и Золушка живут в Германии у Дуни. А вот братец Лис, вот это я его сейчас в больницу водила, и Филиппок здесь. Вот. Они больше ее уже, дети, мама приемная. И она очень трепетно вообще к щенкам относится. Потом у нас еще были маленькие, там 2, сейчас они живут в Голландии, ну как семья сама из Испании, а работает в Голландии, и они с собой их кругом возят. Дюшес и Кекс. Вот, 2. Она тоже пыталась их кормить, но уже молока не было, не выжу у нее каждый раз оно появляться. Но она их нянчила, так оберегала. Вот она. Очень собака хорошая, ласковая. Тоже подумайте, кто любит рыжух таких.